Итак, уважаемые зрители, мы представляем вам четвертую часть «Позорные страницы из истории жизни Северо-Осетинской Республики». Это геноцид и этническая чистка, устроенная северо- и юго-осетинскими бандформированиями по отношению к ингушскому народу. Итак, мы хотим вам напомнить, что 30 октября 1992 года северо- и юго-осетинские бандформирования напали ночью на спящих в своих домах ингушей. Мы хотим вам представить фотографии и данные жертв геноцида и этнической чистки, а также фотографии и данные жертв, пропавших в 1992 году без вести лиц ингушской национальности, которые не найдены до сих пор и считаются без вести пропавшими. Мы представляем вам фотографии и данные этих жертв. Цуров Керим Магомедович, 1975 года рождения, был уведен из собственного дома в селе Камбелеевском, пригородного района, осетинскими бандформированиями. Цуров Израил Хадрисович, 1939 года рождения, в дни конфликта вывозил детей, женщин и стариков из поселка Корца в воинскую часть поселка Спутник. Пропал без вести. Цуров Идрис Магомедович, 1963 года рождения, выехал в поселок Корца, считается пропавшим без вести. Цуров Ахмед Зимуйлович, 1942 года рождения, был взят в заложники в поселке Корца осетинскими бандформированиями, числится в списках пропавших без вести. Цалоев Мустафа Мусаевич, 1969 года рождения, был студентом медицинского института Северной Осетии, взят в заложники осетинскими бандформированиями в общежитии мединститута, числится в списках пропавших без вести. Цакиев Мухаджир Магомедович, 1971 года рождения, выехал 2 ноября 1992 года в Северную Осетию к родственникам, числится в списках пропавших без вести. Цицкиев Султан Джабраилович, 1917 года рождения, уведен из собственного дома в поселке Корца осетинскими бандформированиями, числится в списках пропавших без вести. Цицкиев Муса Зелимханович, 1965 года рождения, уведен из дома в селе Балта пригородного района вместе с отцом осетинскими бандформированиями, числится в списках пропавших без вести. Цицкиев Зелимхан Маасович, 1932 года рождения, уведен из дома в селе Балта пригородного района осетинскими бандформированиями, числится пропавшим без вести. Хаутиев Юнус Абукарович, 1946 года рождения, взят в заложники осетинскими бандформированиями в селе Октябрьское. Далее о судьбе этого человека ничего не известно. Хаутиев Лабзан Илезович, 1912 года рождения, уведен из дома в поселке Южном осетинскими бандформированиями. Далее о судьбе этого человека ничего не известно. Хаутиев Абукар Паргижевич, 1921 года рождения, взят в заложники осетинскими бандформированиями. Далее судьба этого человека неизвестна. Ханиев Абукар Банахоевич, 1919 года рождения, уведен из дома в селе Октябрьском пригородного района осетинскими бандформированиями, числится в списках пропавших без вести.
Хамхоева Аза Султановна, 1930 года рождения, уведена из дома вместе с мужем в селе Октябрьском пригородного района осетинскими бандформированиями. Числится в списках пропавших без вести. Хамхоев Хамид Магомедович, 1953 года рождения, уведен из дома в селе Октябрьском осетинскими бандформированиями. Числится в списках пропавших без вести. Хамхоев Муса Абдурашидович, 1964 года рождения, выехал к родственникам в Северную Осетию, где и пропал без вести. Числится в списках пропавших без вести. Хамхоев Казбулат Яхяевич, 1963 года рождения, выехал к родственникам в Северную Осетию, где и пропал без вести. Числится в списках пропавших без вести. Хамхоев Али Хамзатович, 1922 года рождения, уведен из дома вместе с женой в селе Октябрьском пригородного района осетинскими бандформированиями. Числится в списках пропавших без вести. Уважаемые зрители, мы представили вам фотографии и данные жертв геноцида и этнической чистки, устроенной осетинскими бандформированиями в 1992 году по отношению к лицам ингушской национальности, проживавших на территории Северной Осетии. Данные фотографии были взяты у мемориального комплекса город Назрань. Текст был озвучен в студии Урус Видео Невс.